Продолжаем дополнять информационную картину вторника. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. Порядка 3000 алданцев смогут получить прививки против COVID-19. Ситуация с коронавирусом усложняется в районе. В Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии передали экспонаты времен Великой Отечественной. Расскажем о ценных находках. Отличный повод поднять себе настроение после рабочего дня. В Ленский день космонавтики отметили праздничным салютом. По информации оперштаба, за сутки в Якутии выявлено 28 новых случаев заражения COVID-19. Из них в Якутске 17, в Татинском и Усть-Алданском районах по 2 заболевших. Еще в 7 районах по 1 случаю заражения. За сутки лаборатории региона провели 166 исследований на коронавирус. Продолжается в Якутии массовая вакцинация населения. На сегодня в регион поступило 110 812 доз вакцины. Первый компонент получили 79 818 человек. Вторую вакцинацию прошли 53 589 человек. Таким образом, использовано более 72% от поступившей в республику вакцины. Порядка 3000 жителей Алданского района также смогут получить прививки против COVID-19. Вакцинация продолжается. Между тем, отмечается ухудшение ситуации. В настоящее время с заражением коронавирусом в стационаре находится более 20 человек, рассказывает Татьяна Вахнина. Вакцинация против COVID-19 в Алданском районе продолжается. Напомним, на прошлой неделе поступила очередная партия вакцины Гамковид-Вак в количестве 500 доз. На прививки алданцы идут активно. Желающих защититься от инфекции по-прежнему много. Первый компонент препарата уже освоен. На вторую инъекцию прививочного цикла гражданам надлежит прийти спустя 21 день. 500 доз мы уже освоили, получили еще 1800 доз гамковид, и уже тоже осваиваем этот объем и обещают нам до конца месяца, как я понимаю, поставку 1200 доз эпивака. Активно прививаются лица старше 65, что радует. Последние месяцы в Алданском районе эпидемиологическая обстановка характеризовалась стабильно положительными тенденциями. По сравнению с зимним периодом заболеваемость снизилась. Между тем, коварный вирус не отступил. 21 человек в инфекционном отделении, 1 пациентка в тяжелом состоянии, и получается 97 человек находятся под медицинским наблюдением. Пошел у нас рост, заметный рост, и то есть в основном как раз болеют пожилые люди, которые, как правило, не хотят соблюдать меры социального дистанцирования, ношения масок и так далее. Ситуацию может осложнить сезонный рост ОРВИ. Специалисты отмечают рост простудных заболеваний. Таким образом, возрастает риск перекрестной инфекции. Сезонный подъем ОРВИ у нас с прошлой недели пошел рост. Связано это в основном с тем, что дети вышли с каникул. Рост идет с 3 до 14 лет. Дети болеют, и также среди взрослых старше 15 лет и далее. То есть у нас практически в 2 раза выросла заболеваемость ОРВИ. Эпидемиологи и врачи напоминают о соблюдении мер безопасности. Недопущение распространения инфекции во многом зависит от самосознания каждого. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и приостановки авиасообщения с Танзанией, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. По ее словам, речь идет об отмене взносов в резервный фонд, а также сокращении и отсрочке по уплате взносов в персональные фонды туроператоров, которые функционируют на базе ассоциации «Турпомощь». Кроме того, Ростуризм изучает возможность субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании, добавила Дагузова. Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и приняв решение вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу соответствующим образом организуем. Второе. Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня,
мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты. Тех туристов, которые уже приобрели туры в Турцию на период после 1 июня, мы будем оперативно, как я уже отметила, информировать о текущей ситуации, и если она будет меняться в лучшую сторону, то оперативно сообщим для того, чтобы можно было подтвердить те планы, которые были у наших граждан. Что касается туроператоров, то мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами, и мы в самые сжатые сроки ждем соответствующих предложений. Третья всероссийская научно-практическая конференция состоялась в Якутске. На базе Якутской духовной семинарии были представлены работы по теме христианское историко-культурное наследие, взгляд в прошлое и опыт настоящего. Конференция прошла по 2 секциям в онлайн-формате. Помимо прочего, также в ходе пленарного заседания конференции прошла презентация нового перевода библейских книг «Есфирь» и «Руфь» на якутский язык. При этом работу традиционно осуществили совместно с Институтом перевода Библии. Издание примечательно своими иллюстрациями под авторством якутской художницы Марии Адамовой. 1/3 часть издания всего поступит в систему распределения Национальной республиканской библиотеки и оттуда во все библиотеки нашей республики. Вторая часть будет роздана сегодня. Все участники конференции этого дня могут взять с собой на память. Ну и третье в храмы и приходы нашей епархии. Наследию и самореализации был посвящен текст тотального диктанта этого года. Россияне и жители зарубежья написали его 10 апреля. Проверить грамотность мог любой желающий. Почему акция стала особенной для коллектива Алмазного края, расскажет Анна Винокурова. А ты скоро умрешь. Пришел, написал, ушел. Уже не про тотальный диктант. Тут и обращение писателя послушать, и короткометражный фильм посмотреть. За первой партой в аудитории 26-й школы Александр Шершуков, генеральный продюсер медиакомпании «Алмазный край». А ее шеф-редактор Кристина Каширина в зале городской библиотеки за последней. И он, и она каждый год пишут диктант, но в этот раз с особенной целью. Вот что произошло в редакции за неделю до акции. Если ты проиграешь, то ты месяц не ешь сладкое. А если ты проиграешь, ты каждый день будешь ходить по 10 тысяч шагов целый месяц. Заметано. Проиграть – это написать хуже, чем оппонент. Текст Глуховского непростой, признались многие участники. Ошибиться было где. Всегда очень плохо пишу тотальный диктант. Вот. И очень хорошо этот диктант помогает найти свои слабые места. Сегодня я узнала, что прямая речь вообще не мой конек. Сравнительные предложения вот эти вот тоже не мое. Поэтому сейчас приду домой, буду штудировать правила. Вспомнить правила вместе с Кристиной и Александром решили 150 мирнинцев. Текст о море им читали учителя русского языка и литературы, а еще сотрудники медиакомпании «Алмазный край» Денис Спиридонов и Владислав Солдатенко. В Мирном организовали 5 площадок. В 2019-м была лишь одна. Многие в этом году решили писать онлайн, так как все-таки пандемия продолжается, и многие зарегистрировались онлайн. Школы, например, да, в этом году только одна школа, например, пишет и так далее. Тотальный диктант в России проводится с 2004 года. Проверять грамотность таким образом придумали еще студенты Новосибирского университета. Но теперь присоединяются к акции большинство городов. В этом году столицей диктанта стал Якутск. Его россияне выбрали на сайте. Автора текста определили организаторы. Обещание написал Дмитрий Глуховский, тот, что прославился романами «Метро». Я считаю, что очень классно, что есть такой проект, который позволяет приобщить широкого, массового читателя к живой актуальной литературе современной русской, да, с одной стороны. И с другой стороны, просто вот напомнить правила пользования
русским языком. По словам организаторов, пятерки получат лишь 3-4% написавших тотальный диктант. Такова статистика прошлых лет. Впрочем, результаты мирницы узнают после 14 апреля. И мы обязательно расскажем, кто же оказался сильнее среди коллег. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В Нерюнгринском музее истории освоения Южной Якутии состоялась торжественная церемония передачи предметов Великой Отечественной войны, которые хранились в военном комиссариате Нерюнгри и в 18-й школе. Боевой орден, письма летчика и экземпляр личного дела. Об исторических экспонатах в материале Екатерины Павловой. 9 мая прошлого года на улицах города Нерюнгри был найден неизвестный орден. Он был передан в военный комиссариат для выяснения, кому он принадлежит и какова его история. Как раз вот я начал работу в 18-й школе, и мы организовали группу поисковую, группу, назвали ее «Мы из будущего». Вот ребята 10 класса в прошлом году они были, помогали. И мы все вместе организовали эту работу по поиску владельца этого ордена. Был сделан официальный запрос в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Из ответа стало известно, что обладательница боевого ордена Клавдия Петровна Нейрус, 1925 года рождения, уроженка города Серпухов. В течение года ребята старались отыскать членов ее семьи, давали объявления в газете, но никто не отозвался. Тогда было принято решение, что орден времен Великой Отечественной войны будет передан на хранение в Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии. Орден номерной, орден Отечественной войны второй степени. Он не просто будет лежать, будет работать. И ближайшая выставка, которая будет посвящена Дню Победы, скорее всего, он будет там выставлен. Кроме того, военные комиссары передали в музей экземпляр личного дела участника Великой Отечественной войны и первостроителя Нерюнгри Николая Даниленко. И на временное хранение музей принял письма летчика Игоря Збинского, истребитель которого был сбит в районе Сталинграда в 1942 году. Его личные письма жене и родителям берегла соседка, которая спустя много лет передала их сотрудникам Нерюнгринского военкомата. Все эти предметы займут достойное место на выставке рядом с другими экспонатами времен Великой Отечественной войны. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Ленске День космонавтики отметили праздничным салютом. Организатором выступил отдел православной культуры, запускал салют сам настоятель храма, отец Дионисий. В этот день на улице Набережной было очень многолюдно. Для ленчан это мероприятие стало поводом для вечерней прогулки. Продолжительность фейерверка была около 1,5 минут. Ленчане наблюдали красочное шоу не только с улицы, но и с реки. После того, как прогремел последний выстрел, жители не спешили расходиться. На лицах детей и взрослых светились улыбки. Настроение после рабочего дня было поднято у всех. На этом выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.